Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует канал Валера и мои ножи. Сегодня очередной обзор моих работ. Находимся мы на берегу реки Зея. Вот она не замерзает, уже конец октября. Вот. Погода сейчас теплая, на солнышке так плюс 12. Вот. Утром было минус 9. Ну вот, такой вот якутский нож сделал. Вот здесь длина клинка здесь 140 миллиметров, ширина клинка 25 миллиметров. Вот обух, толщина где-то 3,5, получается 3,6. Это вот такая вот заготовка приходит, вот я выписываю с завода, это с термообработкой уже. Вот такая сталь. И заводская закалка здесь 58-59 единиц по прибору Роквелла. Это такой прибор, проверяет твердость металла. Вот такая вот заготовка. И вот такой вот клинок получается с этой заготовки. Вот. Здесь больше я сделал здесь с эбонита. Здесь вставка пластмассовая и рукоять вот с карельской березы. Вот. Длина рукояти 130 миллиметров. Вот такая вот рукоять. Вот. Обработана она морилкой и воском с льняным маслом. Вот такая вот рукоять получилась. Это вот карельская береза. Вот приходят вот такие вот бруски. Вот первый сорт. Вот с них вот рукоять. Вот она, брусок. Вот такой вот. Вот такая рукоять. Вот. Ножны здесь. Кожа здесь. Прислали кожу с Белоруссии, город Могилев. Тут мы не нашли кожу по России. Но пришла, мы заказывали кожу и обычно 2,6-3 миллиметра толщина кожи вот на ножны. Ну а здесь пришла вот толщина тут вот такая, тут чуть ли не 4 миллиметра. И вот такой вот получается вот ножны такой толщины. Вот они. Ну и вот такие ножны. Здесь прошиты они нитью плетеной вощеной на 2 раза миллиметровой толщины. Вот здесь хольнитены, заклепки. Вот здесь вставка пластмассовая. Вот такой подвес обыкновенный. Да, вот здесь волк. Ну вот такой вот ножик. Посадка здесь тоже нормально глубокая. Вот. Плотная. Вот никуда он отсюда не денется. Вот так. Теперь у нас нож, большой нож. Такой уже заказывали. И вот заказывают еще. Вот такой вот нож. Вот. Здесь длина клинка 195 миллиметров. Вот. Ширина клинка 38 миллиметров с половиной. Ну вот, сталь та же 95 Х18. Заводской закалка 58-59 единиц по прибору Роквелла. Такой прибор проверяет твердость металла. Это вот такая вот заготовка. Вот тут написано даже все. И вот с другой стороны вот заказ термообработкой. Это вот такой вот такая вот заготовка и вот такой нож получился. Ну здесь, если у нас вот этот нож якутский, это всадной монтаж, то здесь сквозной монтаж. Вот здесь больше здесь с нейзильбера, такой металл крепкий, ну сплав латуни. И вот ручка набранная с бересты. Здесь шпилька, собрано все на шпильке. И все склеено. Вот здесь вставка пластмассовая, тут гайка скручена, все. И все это на эпоксидном клее. И вот такой кончик окончания. Это вот текстолит, ой, этот эбонит, вот с эбонита. Вот такой вот эбонит тоже выписывал, уже вот осталось вот сколько. Было метр, остался километр. Ну вот. И еще
Вот, это вот стяжка, которую я вот набираю пакет бересты, какой мне надо по длине. Вот. И длина рукояти здесь 125 миллиметров. Вот. Ну, до самого окончания здесь 130 будет. Ну, а так вот, хват вот такой вот. Ну, вот это вот стяжка, которую я набираю бересту, это вот режу ее вот на такие полоски. Береста это собрана уже лет 5 лежит, под гнетом лежала, ну почти прямая потом. И вот так вот я ее белая, вот это убираешь ножом и вот так вот ее собираешь. Режешь квадратики или продолговато, кому как нравится. Ну, вот тоже собираю это все на клей, ну и сохнет. После этого все это одевается и обрабатывается уже на рукояти. Вот. И еще вот говорят мне, что нож этот провернется, это все проворачивается, ну и в итоге все это, говорит, делаешь фуфло, как говорят. Ну вот я вам покажу свой нож, которому уже я тогда только учился делать, ну практически ничего не умел. И вот я собрал вот такую вот рукоять, вот она. Без ничего, как говорится, просто ее сдавил тоже на бокситку собрал, на клей эпоксидный. И вот ее даже сюда маленько выгнуло, потому что больше тут с пластинки, с латунной, вот, небольшая. И вот такая вот, и вот он, вот, даже я вам показываю, это вот даже не на клей посажено, вот он, все разбирается и никуда он не девается, как говорится. Ни проворотов, ничего нету. Этому ножу вот 30 с лишним лет. Вот так вот. Нож здесь это давно, еще лесоперевалочный комбинат был, там щеподралки стояли и всякие прочие лесопильные агрегаты. И вот с него, с этой нож вот такой, со щеподралкой. Вот. Правда, сделанный он, выбранный как бритва. Вроде большой нож, но им серьезную работу делать нельзя. Вот такой вот нож. Ну вот. И говорят еще, зачем вот такой тесак, что им делать? Медведей там рубить или кого? Деревья. Это просто заказчик заказывает, ему нравятся, может, такие ножи, может, в коллекцию. Так что это от меня не зависит, что я захотел, сделал вот такой нож, вот такой. Мне вот заказали, я сделал такой. Вот от себятины никакой, как говорится. Иначе я пришлю, нож не такой, мне скажут, что ты сделал. Я просил вот такой. Ну, в общем, вот так вот. Ну, ножны здесь тоже вот с этой же кожи, с белорусской. Толстая кожа, вот получается, вот двойной вот такой шов. И вот тоже прошита здесь нитью плетеной вощеной на 2 раза. Миллиметровой толщины нить. Вот здесь заклепки, кальнитены по-нашему. Вот. Подвес здесь серьезный, потому что нож очень тяжелый. Вот подвес тоже вот с этой же кожи. И вот такой вот на 3 даже кальнитенах. Вот смотрите. И здесь то же самое. Ну здесь вставка пластмассовая также вставлена. Ну и вот сделал 2 волка. Нож большой, чтобы смотрелось. Ну вот. Такие вот. Посадка здесь тоже глубокая. Это уже как бы фирменная. Вот. Ну, вот такой вот нож. Вот он. Вот. Серьезный такой нож. Ну вот на этом у меня сегодня все, товарищи. Всего вам хорошего, творчества, успехов. До свидания, товарищи.